нужно воспитывать зрителя, а не идти на поводу у него. Либо за это дает от 5 до 8, либо же это можно просто на костер инквизиции попасть. Мы больше сейчас про боль какую-то говорим, даже не за стыд. Огромное количество молодежи. То наконец-то мы отошли от гор, флагов и моря. Никому не мешает те же горе-море флаги преподносить по-новому, с новыми видениями. Мы не можем топтаться на одном месте. Главное после этого ренессанса не скатиться нам хотя бы до декаданса. Мы здесь, главное, что мы здесь, и мы никуда не уйдем. Салям алейкум. Нас слишком давно не было в этой студии, поэтому сегодняшний выпуск проекта «Меркес» мы решили провести в таком классическом формате. Ну а тема, которой мы сегодня уделим максимум внимания и нашего творческого, скажем так, потенциала, естественно, будет про итоги года. И поскольку год у нас был максимально творческий, максимально поражал нас различными проектами, будем говорить об творческих итогах года. Определенно уходящий год некоторые мои коллеги уже дали, скажем так, такую формулировку и характеристику уходящему году, назвали его годом такого культурного ренессанса, крымско-татарского культурного ренессанса. Как вам такая характеристика, такое определение? Согласитесь, не согласитесь? Насколько возможно назвать все, что происходило в этом году, культурным ренессансом? Не случайно я сегодня просто вот для себя вспомнил, что же означает на самом деле ренессанс, да? Вот как-то те вот школьные, что ли, знания оставили у меня мнение то, что ренессансу предшествовало средневековье. А я бы не сказал, что вот тот ренессанс, который мы сейчас отмечаем, который произошел в этом году, что ему предшествовало такое культурное средневековье. Я все-таки этот год расцениваю с точки зрения того, что вот те внутренние процессы, те культурные процессы, те творческие процессы, которые долгое время в головах наших артистов, культурных деятелей шли, они просто в этом году нашли свое воплощение, да, потому что сказать, что вот, допустим, в прошлом году ничего такого культурного не было, было. В этом году действительно наиболее ярко получилось. И то количество культурных проектов, которые были реализованы в этом году, ну, говорит о том, что действительно тот потенциал, который вот копился, да, он, как мы любим говорить, выстрелил. Поэтому, наверное, это такая все-таки была закономерная штука. После паузы обязательно выстрел. Да. И так совпало, что вот огромное количество творческих людей, причем в разных сферах, да, это и музыка, это и вокал, это и мы вспоминаем, да, весной концерт ансамбля «Арикет». Это все вот как-то так сфонтанировало и, может быть, даже запустило, вот год начался яркими событиями, да, тот же наш проект «Карамдай Аша», который после долгого перерыва мы провели 9 концертов в этом году. Это машалла, в начале года, доза юмора. Около 2000 людей побывало на этих концертах. Вот как бы, может быть, сам год начался так красиво, ярко. И вот эти вот события, может быть, запустили еще дополнительные процессы. И вот все больше. Действительно, этот год был очень насыщен культурными мероприятиями. Разделите такое мнение, что у нас был период накопления, и вот теперь мы готовы выплескивать, скажем так, весь тот творческий потенциал, который накопился, все те идеи, которые накопились, делиться вот с нашей публикой? Ну, на мой взгляд, у нас ренессанс происходит в определенные годы, допустим, даже раз в декаду или полудекаду. Но здесь главное, да, и с каждым разом вот эта синусоида, она все повышается и повышается, частота ее. Но здесь главное сказать то, что главное после этого ренессанса не скатиться нам хотя бы до декаданса, чтобы держаться на этом уровне. Мы всегда такие цикличные, Динар Ханум? Ну, цикличность – это вообще нормальный процесс вообще, в принципе, в жизни, и тем более в творческом
процессе, да, творческих людей. И мне кажется, тут, знаете, ну, откровенно, да, если честно говорить, просто проанализировав, допустим, последние несколько лет, нельзя сказать, что это была полная тишина, и вдруг резко, вот, да, всплеск, и в один год сразу все произошло. Нет. Мы все в одном сообществе. Творческие люди друг друга так или иначе хорошо знают, кто-то с кем-то более плотно общается и работает, сотрудничает, кто-то меньше. Мы друг за другом следим, видим, кто что делает. И вот выстрелил один проект, вдохновились другие. Через какое-то время еще один проект появился, вдохновились третьи. И вот это вот всеобщее вдохновение как раз вот сошлось на 24-й год. Потому что, ну, даже тот же, да, Urba Fashion, он в прошлом году выстрелил. Первый проект у них был в прошлом году, если мы говорим, да, о таких вот крупных масштабных проектах. В этом году он подтвердил свой уровень и еще больше закрепил, да, он стал площадкой. Стал площадкой. Да. И так можно про многие сказать. Ну, по поводу Ренессанса, я считаю, что мы еще не находимся на том, вот именно этому определению относящиеся. То есть еще будет видно результаты. То есть нас еще ждет апогей. Да, да, кульминация. А именно 24-й год, он, по моему, да, субъективному мнению, является каким-то следствием социальных больше вот этих вот уехал, заехал, приехал, привез, посмотрел, выдал, да, вот у нас вот по такой схеме это все происходило. Такой транзитный. Да, потому что самый, наверное, упадочный это был 22-й год, 23-й, вот, ну, то есть ни у кого не возникало вообще, может, что-то и возникало, но не хотелось вообще ничего делать. У меня вот накопился такой материал, да, но делать ничего не хотелось, реально. А вот уже потом, когда приехали люди, которые где-то что-то там такое классное увидели. Побывав за пределами родины, как говорится. Выезжать иногда надо. Надо, проветриваться надо. Знаете, я хочу вам предложить построить наш разговор по такой схеме. Подводя итоги, разделить эти итоги на такие блоки. Чем я могу гордиться, за что мне стыдно и чего я ожидаю, да, от будущего предстоящего года или лет предстоящих. Да? Поэтому давайте попробуем поговорить на тему, ну, во-первых, можно ли у нас запускать вот такую структуру разговора, какова будет реакция по вашим ощущениям, во-первых. А во-вторых, ну, начнем с того, чем мы можем гордиться. Как вы думаете, Ленур Ханум? Можем ли мы говорить в таком контексте? Да, иногда сложно говорить в таком контексте, потому что здесь две стороны. Либо за это дают от 5 до 8, либо же это можно просто на костер инквизиции попасть. У нас чаще костер инквизиции. Да, поэтому я так полагаю, что многие, возможно, утаят что-то про себя, а мы будем говорить, скорее всего, в общем. Гордиться, да, все мы, наверное, гордимся чем-то, да, все семьей, своими достижениями личными, которые это не афишируются в публику. Их масса, но в принципе каждый год это дает нам какую-то мудрость, какой-то опыт определенный прожитых лет. И подводя итоги, да, у каждого человека есть чем гордиться. Как один психолог говорил, вот ты проснулась с утра, ты уже гордишься, что ты проснулась с утра, тем более, когда тебе далеко за 40. Оптимистично. Динар Ханум, мы можем чем-то гордиться и вообще вести разговор в таком контексте, в таком тонусе? Мы говорим сейчас о личных достижениях или в целом нашего культурного пространства? Как вы себя оцениваете? Да? Вы являетесь частью большого культурного пространства и вносите свой вклад в это. Да? То есть насколько вы себя ощущаете в этом? Я, конечно, чувствую себя частью. Почему я задала такой, да, встречный вопрос? Потому что ну, в силу скромности и воспитанности, скажем так, мне бы сейчас, например, трудно было сказать, я горжусь вот тем-то и тем-то, что я там сделала в этом году. Уже это прям вот, хватит скромничать. Если мы говорим о общем культурном пространстве, вот правда, искренняя гордость за коллег, которые делают действительно очень крутой продукт. Даже если я лично там на какие-то проекты там, в силу обстоятельств не попадала, но видела отзывы, видела видео, да, смотрела сюжеты, ролики, фотографии и так далее, все, что было заполнено в социальных сетях,
искренняя гордость, потому что мы действительно с каждым годом, ну, по-разному, опять-таки, да, мы про ту же синусоиду, все-таки поднимаемся по ступенькам наверх, и поднимаем уровень и качество проектов. Это и музыка, это и театр, это уже и мода, это и шоу-бизнес, это и сам бизнес, который тоже шагнул в этом году вперед, мне кажется, да, и стал себя позиционировать совсем по-другому. И народу это нравится, и народ это воспринимает. И все это стало каким-то единым, действительно, я бы даже сказала, действом каким-то. Поэтому я не буду говорить про свои личные все-таки достижения. О вас мы сами скажем, да, и ваши достижения. Айдара, вы всегда за кулисами всех тех больших проектов, которые проводятся в студиях Radio News Production. Как вы видите, да, когда вы организовываете, когда вы собираете этот продукт, что называется, как вы видите этот рост, либо это не рост, это что это вообще происходит с нами? Ну, объективно это рост, это рост, потому что те же масштабы, да, берем концерт, ну, я так буду бегло говорить о тех проектах, которые были реализованы в этом году. Давайте сравним концерт, который прошел под стенами Сарабуза в дни бизнес-ярмарки, да, это май месяц. Базар 24. Да, и сентябрь месяц концерт уже, который прошел в рамках 6-й книжной ярмарки, да. Если там у нас было где-то, может быть, там 1500 людей присутствовали на концерте в Сарабузе, на концерте книжной ярмарки уже по разным оценкам там от 3 и, может быть, и больше тысяч людей. Очень понравилось, что на последнем концерте такой вот социальный срез. Огромное количество молодежи, за которыми, как правило, мы охотимся, да, потому что все-таки мы понимаем, что тот там вот 18-25, их интересы сейчас очень, завоевать их интерес очень сложно, потому что это молодое креативное поколение, которое слушает много, знает много и выбирает для себя что-то важное, интересное и так далее. Вот это, я считаю, все-таки было достижением. Тут я не буду скромничать, как Динара. Я скажу, что, ну, действительно, это была где-то и моя заслуга, потому что с каждым артистом я старался все-таки вот перезагрузить его, да, показать какие-то, ну, отвергаешь, предлагай, да, вот это была довольно-таки такая сложная творческая работа, потому что каждый артист это все-таки натура тонкая. Тут где-то нужно было быть и психологом в том числе. Но, Арсен Бей, раз уж у нас появилась новая публика на наших концертах, и, видимо, ее не просто привлекло сам формат, скажем так, да, а в первую очередь появление продукта, который интересен молодежи, да. Как вы оцениваете, находясь на этой сцене, нам действительно уже есть чем гордиться? Мы действительно охватываем большой социальный срез нашей публики и готовы давать тот продукт, который они ожидают от нас? Да, полностью готовы. Вот чем мы можем гордиться, я как бы объединю тем, что нам не стыдно. Не стыдно? Да. Вы сразу на два вопроса хотите Да. закрыть этот гештальт. Вот Айдар говорил про книжную ярмарку, про Сарабуз. Да, мы берем молодежь сейчас проговорили, что мы ее тоже привлекаем. Мы ее пытаемся чем-то заинтересовать. Продукт такой, чтобы они слушали и в машине через AUX. Да? Все эти модные штучки. биты, да, все, конечно, это обязательно. Но лично в моем вот в этом году у нас вышла огромная такая большая работа, которая... Ну, сейчас буду свой любимый ансамбль хвалить. Может, это не скромно. Ладно, это не скромно. Эйдзатлардан Бугунке, да, это когда с 15 века по 20 век. То есть современное, да, оно в любом случае нам надо обязательно. Но вот когда мы вот этот путь проходим, а он 2 часа концерта, то уже потихонечку раз все и по полочкам расставляется. Куда мы двигаемся, наш вектор определяем. И четко знаем, кто мы в этом мире, что мы здесь главные, что мы здесь, и мы никуда не уйдем. И вот так нам придется жить, как хозяевам. Раз вы уже затронули эту тему глубины, что называется, нашей культурной, да, у меня встречный к вам вопрос и такое, знаете, моя собственная рефлексия на эту тему. А что для нас является культурой? Да? Вот по моим ощущениям, у нас культура сводится к понятию развлечения.
Насколько я вот близка к такой истории, да, к такому настроению, которое есть у нас в обществе. То есть от нас, наша публика во многом от нас, тех людей, которые создают, ну, я так скромно себя причисляю, опять же, Динара, я не скромничаю и вам не рекомендую. Публика ждет от тех, кто творит, готовит творческий продукт, ждет вот именно развлечений, да, то есть такой гедонизм в полном формате, что называется. И второй момент, который мне, скажем так, понравился вот в этом году, что называется, мы действительно, вот как Айдар сказал, мы перестали обращаться просто к какому-то абстрактному народу, да, вот просто вот вам продукт, а там разбирайтесь, нравится вам, не нравится, мы сделали, получите, да, у нас действительно произошла такая социальная структуризация, как принято говорить, мы стали делать продукт персонально для каждой группы, да, социальной, будь то либо возрастной, либо вкусовой, что называется. И вот эти два момента меня заинтересовали. Права ли я в том, что культура у нас рассматривается как развлечение? То есть нам не хватает вот той самой глубины, о которой вы говорите в новой программе ансамбля «Харем» есть. И, кстати, какая реакция на эту новую программу? Ну, скажем так, в каждом городе по-разному, да. Все-таки столица у нас Ахмечит, это там вообще все как бы, ну вот, пару городов было, где такое легкое, вот чуть-чуть такое вот в начале, ну, непонимание, что ли, потому что человек был готов именно прийти и сразу развлекаться, а тут интеллектуальная музыка ханского периода, Ашакумер и чуть-чуть, ну, потом все, нет, действительно все вот по своим полочкам, когда все расставляется, и приятно было, когда в конце люди говорили, вставали и говорили, более концерт бадак, бескормедак. И вот это вот действительно. А по поводу залов, да, вот то, что они сейчас заполняются, это очень круто. Вот у нас есть такие в истории моменты, когда мы вообще проседаем, приезжаешь, когда там 40-50 человек. Сейчас все-таки активные более люди, да, вот они. Запрос есть. Да, ну, запрос на культурную, духовную пищу очень большой. И это очень хорошо, и это большой плюс. Ленор Ханум, культура у нас развлечение? Это и развлечение, и своего рода это все-таки, давайте согласимся, что это и монетизация идет. И вот, как вы правильно заметили, очень интересная мысль о том, что мы стали ориентироваться, точнее, культура стала ориентироваться на свою целевую аудиторию. На мой взгляд, это очень хороший шаг, потому что не всегда, попадая на концерт, те или иные люди получают удовольствие. Кто-то скажет, как вот недавно там, караоке пели, викторину, что это за концерт? А кто-то вот просто вот отдохнул душой. Кому-то даже клип, допустим, диджей Бибека, кому-то абсолютно не зашел, не понравился, а кто-то сказал, да. Ну, наконец-то мы, ну, это не мои слова, к сожалению, придется, да, что наконец-то мы отошли от гор, флагов и моря. Имеет место быть. Да. Поэтому, да, вот это ориентирование на целевую аудиторию, применение тех норм, которые сейчас в соцсетях, и мы перетаскиваем это в личную, ну, точнее, в жизнь творчества, оно очень выгодно, потому что это действительно мы начинаем ориентироваться, что интересно данной категории людей, что интересно вот этой социальной прослойке. Так что культура – это не только развлечение, но, в принципе, это еще и воспитание. В первую очередь. В какой-то мере. Вы знаете, еще что я заметила, что вот эти вот всплески, да, скажем так, выстрелы творческие, культурные у нас происходят в период турбулентности. То есть нам нужен стресс, чтобы творить и выдавать какой-то продукт на гора, что называется. Ну, я прежде всего хочу сказать, горе, море, флаги – это не есть плохо. Это неплохо, это просто всегда есть. Я озвучила эту мысль, которую я слышала. И никому не мешает те же горе, море, флаги преподносить по-новому, с новыми видениями и так далее. Это для этого тоже, ну, как бы нужно приложить некие творческие усилия, потому что, ну, велосипед тоже давным-давно изобретен. И если горе, море, флаги – это то, что нас окружает, это тоже надо использовать. Только, я же повторюсь, в новом качестве, с какими-то креативными подходами и так далее. Я все-таки еще хочу вернуться, вот культура – это развлечение или нет. Я все-таки как бы для себя культура – это всего лишь еще один из способов донести все, что можем и хотим донести до людей. И поэтому
это не просто развлечение, это и воспитание, это и традиция. И, ну, говоря лично о себе, когда готовят то или иное мероприятие, я все-таки хочу этим мероприятиям вот все, что можно, запаковать вот в это, да, и дать тот посыл, который есть внутри, тот посыл, который есть вокруг у тех людей, с которыми я это делаю. Вот все, что можно. Пусть это даже будет, я не знаю, все можно перечислить. Образ, общение, коммуникация. Не беру в сухом остатке только лишь там трек или танец или песня. Поэтому это тот некий посыл. К сожалению, не так много мы можем общаться, чтобы делить на что-то. Вот это одно, это второе. Поэтому, говоря о культуре, говоря о том, что человек потребляет, это все-таки такой универсальный, собранный такой вот поток, что ли, энергии, информации, мировоззрение, в конце концов, где-то. Динар Ханум, ну вот Айдар Ага сейчас высказал мысль по поводу, что для него означает культура, да, то есть, ну и вы все, в принципе, говорите о том, что культура для вас это точно не развлечение, да, это возможность, инструмент поделиться теми смыслами, которые у нас есть. Для потребителя этого продукта это развлечение или все-таки он ожидает смыслов, или он готов потреблять? Я, знаете, к чему? Я к тому, что кто формирует запрос. Вот, да, прям вот про это. Больная тема для меня очень-очень многие годы. Еще в театральной сфере, когда я работала, когда у нас в Симферополе был арт-центр «Карман», мы со многими спорили, и наш арт-центр «Карман» стоял тогда на своем, что нужно воспитывать зрителя, а не идти на поводу у него за его вкусами, потому что иначе мы превратимся в комедию положения и будем ставить однодневные спектакли, там, любовные треугольники и так далее, и так далее. Это касается любого направления, да, в искусстве, в культуре. Это и живопись, это и кино, это и музыка, это и литература, это и там, фотографии и так далее, и так далее. Но тут все-таки должен быть баланс. Нельзя всегда нагружать потребителя какими-то сложными смыслами, которые он в силу своего воспитания, образования не всегда сможет считать. Мы его нагрузим, он устанет и скажет: да вы мне не нужны такие, я вот все равно пойду, вот мне нужно 2 притопа, 3 прихлопа. Людям все равно нужно отдыхать. Мы тоже иногда любим что-то такое простое, легкое и воздушное. Иногда включить в выходные простую комедию, чтобы просто мозг отдохнул. Просто прийти на веселый концерт тоже людям надо. Но плохо, когда этот баланс, ну вот, да, не сохраняется. И когда все слишком простое, примитивное, и люди у нас к этому привыкают, и как только ты, вот опять-таки, да, я возвращаюсь к своей театральной теме, поставишь там Шекспира, они: ой, не-не-не, это очень тяжело, это не наше. Вот там Хайнана Келин, о, все, ура, отлично, по 5 раз пришли на спектакль. Но как сделать так, чтобы даже вот в простых и легких темах попытаться зрителя воспитывать, ну, может быть, неправильное слово, может быть, сейчас многие зрители обидятся, что мы их тут воспитываем, что мы все такие учителя, но в этом же тоже и есть, да, смысл культуры и искусства, конечно, одна из функций и задач, которую мы все выполняем. Но как вот потихонечку привить вот эту вот любовь, может быть, и интерес к чему-то чуть более сложному, потому что, посмотрев более глубокий концерт, мы выходим как зрители, и мы начинаем думать, рассуждать, анализировать. Это где-то остается в сердце, в душе, мы приходим, рассказываем. А посмотрели просто развлекательный, где потанцевали там хайтарму и что-то веселое попели, через полчаса это забывается. Вот эти вот позитивные, да, они раз все, они потухли и все. А когда мысль залетает человеку в голову, он с ней живет еще какое-то время. У меня лично, как у потребителя, очень много таких историй, когда я неделями могла проживать то, что я увидела или услышала. И вот хочется, чтобы у нас зритель к этому тоже постепенно приходил. И я надеюсь, что мы, как создатели, организаторы различных, да, проектов, мероприятий, будем вот этот вот баланс выдерживать так, чтобы они могли и развлекаться, и развиваться. Ленор Ханум, можно 5 копеек? Давайте 10 уже. Я просто хочу сказать про то, что, ну вот я всегда говорил, что, помните, мы обсуждали тему свадеб? Да. Нашу любимую. Мы ее вот всегда сейчас обсуждаем. Я свадьбу хочу похвалить.
с ее стороны. Ну, нет, серьезно. Если ты идешь на свадьбу, да, 3-4 раза в неделю, как сейчас это у нас происходит, то у тебя уже автоматический запрос на какой-то другой продукт. Люди хотят что-то умное послушать, посмотреть. Ну, нет, я опять-таки неправильно сейчас выразился. Что-то другое, да. То есть вы хотите сказать, что перенасыщение свадьбами перенасыщение вот этим именно вот весельем, развлекательным моментом, да. И уже человек хочет что-то другое увидеть. И я говорю, сейчас свадьба сыграла нам на руку. Но это действительно так, я не шучу я сейчас. Да. Потому что приходишь на свадьбу, они в основном, ну, каждый думает, что свадьба это что-то их такое, что-то особенное, да, но в основном-то они все одинаковые, правильно сейчас? Конечно. И когда человек в месяц, сколько раз там, особенно в сезон, да, побывает на наших свадьбах, он хочет прийти и посмотреть, и послушать что-то новое. Он уже созрел. И, по-моему, мы все уже, наше общество созрело. Мы насытились развлекательным контентом? Присытились уже. Пересытились, да. Ленур Ханум, есть ли запрос на интеллектуальный творческий продукт? А вы знаете, вот по поводу свадьбы, я здесь слышала и интересную такую мысль, что, а помните свадьбы в 90-х годах, как проходили на лавочках, под лампочками, ставили шатер? Вот неплохо было бы вспомнить прошлое, винтаж такой. Так что вот как-то вот интересно, вроде бы и выхолощенная свадьба в ресторане нам приелась, а теперь нам хочется уже вспомнить, что как оно было в 90-х годах. Да, в палаточке. Это раз. И во-вторых, да, свадьбы у нас идут по стандарту, но вот что-то вносить новое, опять-таки общество у нас почему-то не хочет принимать это. Вот вспомните, да, когда невеста просто сидела, и здесь она стала выходить, танцевать общие танцы. Сколько было перешукиваний, да, шушукались. Ой, как это, вот это же не по нашим традициям. Это у нас так не принято. То есть вот это вот вносить что-то новое, а не дай Боже какое-то, допустим, европейское что-то, это просто сродни какому-то самоубийству бывает. Поэтому внести в новое, в традиционное, это очень сложно. Мне все как казалось, что вот эти вот новые проекты, Ильк, Гонуль Хазиняса. означает ли это, что все эти проекты новые, да, стали вот таким вот маркером, что ли, происходящей с нами модернизации? Или же нет? Или же это просто пока единичные выстрелы, которые, ну, скажем так, маякуют, что мы можем, мы умеем, и нас ждет какое-то там интересное вот творческое будущее, но пока мы вот это будем делать для небольшой группы, скажем так, гурманов. Ну, тут тонкая грань. Да, это для узкого круга, как вы говорите, гурманов. Опять-таки, тут, да, две стороны медали. У нас вроде бы очень много говорят публика, сами потребители нашего продукта, скажем так, да, и пишут о том, что мы должны сохранять свою культуру, что мы должны там вот не нарушать свои традиции, петь народные песни, слушать там бабушек, дедушек, все это сохранять. Вот это вот много говорится. Про это был как раз, вот вы просто заговорили, Гонуль Хазиняса, был про это проект. Я его даже часто не называю концертом, он для меня спектакль. Это не чистой воды был концерт, это он был без ведущих, где у меня между песнями на экране говорили бабушки, которых мы там задолго до этого ездили по всему Крыму, снимали, они рассказывали свои истории, о том, как они воспитывали на чужбине своих детей, передавали традиции, вот это, да, история из поколения в поколение. И вроде бы все, и костюмы были сшиты и сделаны так, что это не просто бархатный костюм с золотой тесьмой, то есть там все проработано было, и музыка собрана очень интересная, народные песни. Но я не могу сказать, у меня был вот вопрос, а где вот эти вот зрители, которые все время кричат о том, что мы должны сохранять, какая там попса, нет, все, оденьтесь, фест, там платье, народную песню, вот. Мы сыграли там 3-4 концерта, еще немножечко с театром тогда успели его поездить, показали в нескольких городах по Крыму. Я не могу сказать, что это был бешеный спрос. К
не было? не было. Нет, премьерные концерты были, конечно, с аншлагами, это нормальное явление, премьеры всегда проходят с аншлагом, а вот постпремьерные, они показывают истинный интерес зрителя. Когда уже 3-4 прошло концерта там, или спектакля, мы видим, сколько уже покупаются там билетов и сколько зрителей приходят. Где эта молодежь, которая у нас вроде бы, вот, извините, да, за сленг топит за это в соцсетях. Вот они любят снять там что-то на видео, показать, как они пообщались с какой-то бабушкой, спели с ней какую-то народную песню, получили кучу лайков, все. Они Погоня там за хайпом, да? Да. Такое ощущение, что они гонятся за хайпом, а мы им показали готовый профессиональный продукт, и им это неинтересно. Да там одни только бабушки просто чего стоили. Это Да, у меня там весь был один персонаж очень яркий. Да. И вот это всегда огорчает. И мы все равно, как ни крути, мы все равно, все создатели, мы должны думать о коммерческой стороне, да, этого вопроса, потому что нам нужно что-то заработать. Это ресурс. Каждый должен получить свою копеечку, и плюс еще какой-то должен быть запас для того, чтобы вложиться в будущий проект. И когда мы не видим от зрителей отдачи рублем, мы понимаем, что им это неинтересно, и мы возвращаемся, да, к предыдущему вопросу. Да. И мы возвращаемся к тому, что мы вынуждены делать что-то такое развлекательное, чтобы что-то заработать, потому что все мы люди, кушать нам всем хочется. И вот это вот как из этого выйти, пока непонятно. Ну, у меня такое же впечатление, собственно говоря. Мне кажется, что действительно в соцсетях просто раздувается эта история, да, про то, что нужно там ближе к корням и так далее, но по факту культура остается исключительно развлечением, и вот такой вот что-то глубокий смысловой продукт принимает только там группа гурманов, которые действительно могут оценить и посмаковать, что называется, да, эту историю. Давайте тогда перейдем к вопросу о том, за что нам стыдно, да. Ну, я сейчас, говоря нам, да, я не имею в виду нас пятерых, я имею в виду в целом обществах, да, за что нам может быть стыдно. Вообще такая постановка вопроса, да, мы сейчас выйдем с этим вопросом к публике, что называется, да, что нам прилетит в ответ. Айдара, скажите, как вы думаете? Когда мы будем говорить, за что нам стыдно, что ответит нам в ответ публика? А может быть, не только публика? Ну, наверное, все-таки сложный вопрос, за что нам стыдно, потому что тут каждый должен, наверное, все-таки заглянуть внутрь себя и найти этот вопрос прежде всего вот конкретно все-таки за что мне стыдно, чтобы можно было потом говорить в целом о явлении. Я считаю, что все-таки вот, может быть, совсем переключусь сейчас с культурных вопросов. Суть беседы нашей все-таки сегодня поговорить о культуре. Мне кажется, все-таки нам всем, мне в том числе, стыдно за то состояние языка родного. Нам постоянно прилетает за это. Да, и я знаю, что и как раз-таки вот организаторам, авторам этой программы действительно очень часто прилетает за это. Вот это, наверное, может быть, сказать, одна из самых таких серьезных проблем, по крайней мере, которая мне очень больно. Я приведу пример. Моя 5-летняя внучка сейчас говорит на родном языке, и мой словарный запас абсолютно несопоставим со словарным запасом этого ребенка. Так сложилось. Сейчас ребенок растет в среде, где Юсфа из крым-татар Таринделла Фетеля. Я, к сожалению, в такой вот атмосфере не вырос. И вот мне стыдно за это, что я не знаю так хорошо родной язык. Вот это лично для меня, наверное, такая самая серьезная, что ли, боль. Болевая точка. Да, боль и Что касается собственных каких-то, да, вот уже если брать свою профессиональную деятельность, все-таки скажу о ней. Я, наверное, уже повзрослел и давно себе поставил такой вот, что ли, критерий, да, как это расхожая фраза, да, чтобы не было жалко за бесцельно прожитые годы, да, поэтому каждым днем я все-таки стараюсь делать то и делать так, чтобы мне не было стыдно за это. Окей. Можно ли говорить о стыде в этом контексте? Я можно, да, тоже, как говорится, 5 копеек ставлю по поводу языка. Просто возвращаясь к предыдущей теме и объединяя это все.
у нас очень любят критиковать в комментариях, почему не на родном, почему не это, почему не то. У меня встречный вопрос. Почему вы, родители, отдаете огромное количество денег на кружки, в том числе это очень круто, что у нас сейчас будет бум танцующая нация, лет через 15-20 будут танцевать абсолютно все. Это очень круто. Но почему эти же родители не отдают те 2-3 тысячи на курсы крымско-татарского языка для своих детей, для своих подростков? Не модно. Не модно. А Не зачем востребовано. тогда в комментариях нас всех упрекать в том, что мы говорим или Я вам пишем, больше или скажу, делаем не на родном? я вам больше скажу. Эти комментарии пишутся на русском языке, и когда ты вступаешь в диалог на крымско-татарском, Тут же тебе проседают. Тут же проседают, да. Поэтому вот эта лозунготерапия, она, знаете, какая-то неработающая терапия, Ты почему скажем, татарджа да. не говоришь? Да, родина хайтых чисто татарджала фитнеегерек, да? И вот говоря про стыд, я тоже очень стараюсь делать все так, чтобы мне самой лично не было стыдно. Бывают, конечно, такие моменты, о которых лично я знаю, где мне вот там, да, сердце сжимается, душа болит. Я знаю, что я могла вот здесь лучше, круче, больше, но в силу обстоятельств чего-то не доделала. Там, это такое уже очень-очень личное. Но, в принципе, все проекты, которые я, например, делала в рамках работы в каких-то организациях или сейчас как сольный, скажем так, организатор, Аллаха шкур, все хорошо, все получается, и мне за них не стыдно. И есть какие-то такие даже проекты, которые стали прорывными, как семейный альбом-концерт, где я даже, честно, я вот искренне говорю, я не ожидала такой реакции. Мне казалось, это такая банальная история. Очевидное собрать, ну, у нас все поющие танцуют, просто я их собрала всех на одной сцене, и вдруг такая реакция, все начали восхищаться этим форматом. Это, конечно, было очень приятно, и можно даже, да, уже сделать анонс. Получив такие отзывы, я думаю, что этот проект станет ежегодным, и, возможно, да, станет фестивалем, то есть я сейчас думаю над дальнейшим форматом. Хсметулса в 2025 году еще раз соберемся семьями. Отлично, отлично, это хорошо. И вот я еще просто про стыд добавлю, как раз вот за что стыдно мне. Вот как раз за вот такие комментарии и тот, ну, мягко говоря, сыр-бор, который возникает в наших чатах, в наших соцсетях, когда люди даже свой негатив не умеют корректно высказать, и могут задеть личные качества человека, могут задеть целую организацию, которая пашет с утра до вечера, чтобы вы смотрели этот контент, чтобы вам было комфортно, душу, да. интересно, вкусно, красиво, весело и так далее, и так далее. Вот за это мне часто очень стыдно, и я прям вот бывают периоды, когда я стараюсь просто не заходить в комментарии. Как только вижу, что там какой-то начинается зашквар. Баттл. Баттл, да. Вот это больно. За что стыдно вам персонально, Арсен Бери? Мне? Да. Да не знаю, мы больше сейчас про боль какую-то говорим, даже не за стыд. У меня вот Айдерага, когда начал говорить, я так немножко залип. Вот должны все немножко залипнуть и подумать действительно. Когда я сам сейчас преподаватель, и ко мне дети приходят и поют «Алуштадана скин елер козлером тушту». Ну, вроде бы как бы и смешно, это надо посмеяться, но плакать вот сюда аж подкатывает, серьезно. Ну, это вот такие хотя бы основы основ, ну, хотя бы вот поздороваться, ну, хотя бы, когда ты уходишь, поблагодарить. Но мы же сейчас работаем вот с людьми, да, и действительно видим, что иногда даже отклик не идет, пустые глаза, стеклянные. Понимания нет. Алышлар и все. В ответ тишина. Да. Вот это боль. Мне не стыдно. Я думаю, что это тоже придет к какому-то решению. Но больше у меня в этом плане, конечно, такие негативные какие-то видение ожидания? Всего этого, да. Мое поколение еще успеет, а вот дальше очень страшно.
Что будет дальше? Ленор Ханым, вы тоже будете говорить про боль и про язык в контексте стыда? Или есть еще какие-то болевые точки, или стыдоба какая-то, скажем так? А давайте разберемся, что такое вообще стыд. Давайте. Ну, стыд – это, в первую очередь, это страх перед неизбежным бесчестием, скажем так. И опять-таки, вот если смотреть, когда возникает стыд? У детей. Ай-яй-яй, как не стыдно. У более подростков. А потом, когда мы уже взрослеем, это не стыд, да, это ошибка, мы ее признаем и работаем. А вот сейчас мы все разговаривали, то, в принципе, это не стыд индивидуальный, это испанский стыд, нам стыдно за кого-то. Не, ну это устойчивое выражение, да, когда стыдно за кого-то. А стыдно в комментариях, так это классический кибербуллинг идет. То есть человек вываливает все, что ему накипело, и да, просто вот подразнить, пораздражать аудиторию. И, в принципе, да, стыдно вот читать такое за кого-то, да, что вот такая мысль посетила, и он ее оформил в письменную речь. Вот мне всегда нравится читать маленькие истории. Недавно я прочитала по поводу Диогена и Платона. Диоген, который жил в бочке, да, мы справлял всякую нужду, он был философом. И Платон, который это все презирал. Платон он сказал, кто такой человек? Человек – это существо без перьев. Диоген что сделал? Общипал петуха, принес Платону, швырнул, говорит, вот твой человек. Испытал ли Платон стыд? Нет, он сказал, человек – это существо без перьев и с прямыми ногтями. То есть, ну, никто не стыдится ничего, достигнув определенных высот, а вот за кого-то бывает стыдно. И это вот, ну, это наш уровень развития, скажем так. А иногда бывает так, что надо стыд вытравлять. Да, вот, например, в театральном искусстве, чтобы не стыдиться показать эмоции на сцене. Или же, допустим, например, у нас у юристов, да, не стыдиться выступать и говорить, допустим, иногда явно неправдивую информацию на суде, но при этом не краснеть. Кстати, стыд отличается, отличительная черта – это то, что мы краснеть начинаем. Реагируем. Да. И, в принципе, стыд – это не такая уж и добродетель, по большому-то счету. Вот я сколько вот читаю, изучаю, общаюсь, стыд – это не есть хорошо, не надо стыдиться. Ну, вот здесь я, кстати, тоже с вами соглашусь. Почему? За язык мне не стыдно, Ай, дорогая, честно. За язык больно. Вот здесь я соглашусь с Арсенбеем. Мне не хотелось бы, чтобы мы говорили о языке в контексте стыда. Мне хотелось бы говорить, чтобы мы говорили о языке в контексте потребности. Да? И вот... И модности. Вы знаете, вот очень многие, вы говорили о том, что происходит вот кибербуллинг, да, в социальных сетях, как раз-таки на эту болевую точку давят. Да, и вот не хочется, чтобы эксплуатировалась эта эмоция, хочется, чтобы эксплуатировалась эмоция познания, там еще какая-то более позитивная, скажем, да, какие-то мотивации. В свою очередь, раз уж я вас спросила о том, за что нам стыдно, может быть, скажу свою версию. Мне действительно стыдно за ту манеру и те дискуссии, диалогов, манеру диалогов и дискуссий, которые происходят у нас в социальных сетях, и то, что мы позволяем по отношению к друг другу. У нас очень маленькое общество, мы практически там плюс-минус все друг друга знаем, понимаем и узнаем. И вот эта манера общения, манера диалогов внутри нашего общества, мне кажется, она недопустима. Мне стыдно за наше, ну, я условно большими мазками скажу, за наше научное сообщество, да, которое дистанцируется в большинстве своем. Я не буду говорить прям вот за всех, да, что называется, но большая часть дистанцируется от общества и проживает свою какую-то уникальную с точки зрения информации, знаний, жизнь отдельно от этого общества. И когда мы говорим о культурном запросе, да, кто кого воспитывает, мы публику или публика нас, да, Дубаралы той нужен или Хазинесы нужно, да, нашей публике. Это вот как раз вот эта коммуникация, да. Это то, в общем-то, когда не происходит этой коммуникации между элитой, которая творит, элитой, которая те самые смыслы расшифровывает и адаптирует к нашему сознанию, она дистанцируется и не дает публике этот материал. Мне вот, собственно говоря, стыдно еще за то обывательство, наверное, невежество, да, то есть мы выбрали какую-то определенную, опять общими мазками, определенную точку комфорта,
и вот не хотим иногда выходить за пределы этой комфортности. У меня есть такое ощущение, да, и по тому фидбэку, который приходит на вот эти вот уникальные проекты, где требуется определенная такая интеллектуальная включенность, да, и реакция, да. Да, со временем люди привыкают, да, потом начинают, скажем так, распознавать этот вкус, культурный вкус, да, но это так редко случается, это так редко происходит с нашим обществом, что хочется больше такого эффекта погружения, скажем, да, в эту историю. Ну, на этом, я думаю, можно закончить со стыдом, да, мы его слишком много времени на это потратили, мне хочется говорить о позитиве, и поэтому чего мы ожидаем, да, есть ли у нас какие-то позитивные ожидания, мы действительно можем создавать еще что-то, да, помимо вот тех барьеров, которые мы уже преодолели, скажем так, да, ставить себе новые какие-то задачи и двигаться дальше, потрясать и себя, да, и ту публику, которая приходит к нам посмотреть на то, что мы делаем, потребляет наш продукт, который мы создаем. Айдарага, мы можем еще потрясать, мы можем и себя удивлять, и публику. Ну, я скажу больше, мы обязаны это делать. Коль уж назвался груздем. Давайте в корзину. Да, если ну, вот говоря о том же, с чего наш разговор начался, да, 24-й год, всплеск, это только лишь подтверждает, что есть куда двигаться, есть что совершенствовать. И, ну, как бы назвались, вот повторюсь, теми лидерами общественного мнения, лидерами каких-то творческих, ну, дирижерами в какой-то степени, организаторами и так далее, и так далее. Не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, банальные вещи. И, естественно, все-таки поглядывать вокруг и находить тех молодых ребят вокруг, которые могли бы этот опыт перенимать и двигать его еще дальше. Со своей молодостью, со своим креативным подходом и так далее, и так далее. Арсен Бей, чего мы ожидаем? Я же говорил, что мы находимся такой вектор у нас наверх, да, идет. У нас не предвидится остановочки. Пока что вот это уже это точно я вижу, да. Я еще люблю как бы цифры. Я думаю, что сейчас мы работаем на 30%. Вообще потенциал наш. Еще хочу немножко предсказать, что следующий год, ну я не то что предсказать, вижу это, пойдет запрос на новые, не только песни, но и на новые лица уже. Это очень классно, когда уже начинает немножко и там, и оттуда Арсен Бекиров, допустим, из утюга или еще что-то. Это неправильно. Нас должно быть очень много и разных. Арсен Бекиров кого-то представит в новом году? Я? Кого-то представить? У вас будет что-то новое? Ну, конечно, нет. Я планомерно буду свои работы делать. Это Аллаха чок шкур. Главное, чтобы социально нас как-то что-то не потрясло, да, вот за это страшно, чтобы вот этого провала, этой ямы не было, потому что когда голова не работает, продукт обычно не очень получается. Ну да, вам нужно вдохновение. Когда тебе надо думать о чем-то другом и что положить, допустим, в холодильник, да, вот это тоже плохое состояние. По поводу новых имен, да, вот сказал, что думаю, что 25-й год будет какими-то новыми именами все-таки полон, ближе к весне, да, Айдара, наверное, туда куда-то. Вы на что-то намекаете? Мы намекаем на Ахмеджид Базар, наверное. Да. Айдарага знает, что кто-то будет новый, да, ну, все знают это. И ожидания, ну, вот если в том вопросе я был такой очень негативно настроенный, да, и мне было больно, ожидания хорошие. Вот именно вот планомерненько так все мы правильно, мне кажется, мы правильно двигаемся. Просто каждый за свою нишу отвечает и двигается вперед. Да? Как говорится, да, нет в мире совершенства, мы все развиваемся, растем, и я тоже уверена, что чем дальше мы движемся, тем больше, лучше, круче и выше будут наши проекты. Я сейчас говорю про всех коллег, которые так или иначе, да, связаны с культурой и искусством. Чего ожидаю? Мне очень хочется, чтобы как раз-таки в первую очередь и коллеги не тормозили, не глушили свое вдохновение.
Но при этом, и это я и сама себе говорю, но были очень аккуратны, потому что иногда, я знаю, как это происходит, да, иногда можно заиграться и перемудрить так, что действительно получится что-то непонятное для всех. Но при этом не бояться экспериментировать. И очень хочется, чтобы наша публика не боялась наших экспериментов и не отрицала их. Мы не можем топтаться на одном месте. Мы опять-таки, да, циклично возвращаемся, вот все, о чем мы сегодня говорили. Петь народные песни в народных костюмах и делать одно и то же. Мы должны развиваться, идти вперед. И если мы не будем экспериментировать, а публика наша не будет это воспринимать, мы тогда действительно будем стоять на месте. Развития без этого не будет. Вот этого я ожидаю и от нас, как людей творчества, и от нашей публики. От публики понимания вы ждете. Да, да. Эльнур Ахановна, у вас такие же позитивные ожидания от будущего года? Да, даже больше, наверное. Да. Давайте. Потому что вот режим ожидания надо уже переключать в действие. Я понимаю прекрасно, вы люди творческие, и любые вот моменты, те же комментарии, да, неприятные, но не воспринимайте их слишком близко, потому что какой процент? Это мизерный процент, который говорит о том, что происходит, да, в соцсетях выражает, который абсолютно не может не иметь никакого отношения к закулисью творческой Я деятельности. не расстраиваюсь вообще никогда. Никогда. Вам платочек один? Все эксперименты с творчеством, с нашей культурой, они уникальны, и они обязательно будут вписаны в нашу историю. Кому-то они будут нравиться, не нравиться, но все равно это станет частью нашей уже культуры. Ну, я не могу не разделить вашего позитивного настроя. Мне действительно кажется, что нас ждет какое-то оригинальное, вот 100% будущее. Да? Посмотрим, как мы справимся со всеми теми вызовами, которые есть извне, что называется. Да? Но, как показывает практика, турбулентность для нас абсолютно нормальная среда. Мы комфортно себя в ней чувствуем. Чего я ожидаю? Я, наверное, знаете, чего ожидаю? Я ожидаю, что наши творцы, творческие люди, да, так назовем их, перестанут бояться и начнут, несмотря ни на что, действовать. Я ожидаю, что у нас, наконец, исчезнет вот этот вот онлайн-нарциссизм, да, который, да, ну, буквально которым пропитано все наше пространство крымско-татарское. Ну, а самое главное... Вы знаете, я хочу закончить фразой про... У нас недавно была презентация клипа и нового музыкального продукта от диджея Бибека. И вот на сцене этой презентации случилось рождение нового мема, как мне кажется. Да? Там была произнесена фраза, в клипе точнее фигурировала фраза «Я пып-бах». Пробуй. Мне кажется, это очень хороший такой мем и призыв для всех нас. Мы не должны бояться, мы должны экспериментировать, мы должны быть смелыми, потому что в этом меме есть такая затравка на будущее. И мне хочется, чтобы мы пробовали, мы экспериментировали. Я пыбах. Чохсагунс, это был проект Меркес Горушкенджи.